Я родилась 26 марта 1922 года в деревне Ключище Горьковской области. Так у меня написано в паспорте. А тогда это была Нижегородская губерния. И район это расположен между городами Арзамас, Сергач, где издавна жили тюркские племена. Нас называют мишарами. Дед мой был священник, мулла, в большой-большой деревне, где 6 мечетей было. И 2 сына, Лютфулла и Азим, тоже учились в духовных школах. Папа после революции, после гражданской войны был учителем в этой деревне. Но в 1924 году он решил переехать в Петроград. И в 1929 году наша вся семья переехала в Ленинград. У нас было 5 детей, 2 сына и 3 дочери. Я самая младшая из дочерей. Приехав в Ленинград, я совсем ничего не знала по-русски. Хорошо, что в это время были татарские классы в русской школе у 5 углов. И я все 10 лет училась в этой школе у 5 углов. Но в 1937 году уже в этих татарских классах все предметы шли на русском языке. Только родной татарский язык, литература были на татарском языке. И кончила я эту школу 10 класс в 1940 году. Параллельно учебе в школе я посещала Дом художественного воспитания детей Фрунзенского района. Сначала в хоре. И лучшие композиторы наши, Исакович Дунаевский, Соловьев-Седой, еще молодыми, приходили к нам, чтобы мы исполняли их детские произведения. А еще, кроме всего, для солистов этого хора преподавали артисты Мариинского театра. Вот я попала такой Валентина Константина Павловская, заслуженная артистка. Тогда было очень заслуженных очень мало, не так, как сейчас. Но моя учительница по пению говорит: ну, у тебя хороший аттестат, поступай пока в институт. Я не знаю, будет ли из себя профессиональной певица, а я с тобой продолжу заниматься. И в 1940 году была Олимпиада детского творчества всего Советского Союза. И вот был такой отбор для правительственного концерта. В общем, меня включили в такой правительственный концерт. Я помню, 6 мая 1940 года. И вот после 2-го отделения нас, солистов, позвали к Жданову. А Жданов нас угощал шоколадами и яблоками. Я это яблоко принесла в школу. Ну, в общем, короче говоря, я в 1940 году кончила школу и кончила причем на золотую медаль, что давало возможность без экзаменов поступить в любой институт Ленинграда. Но тогда самым шикарным считался институт Ульянова-Ленина. И мы, ничего не задумываясь, пошли сдали эти наши дипломы, и без экзаменов нас зачислили. Ну, зимнюю сессию нормально сдала, но когда началась уже весенняя сессия, мы поехали готовить теоретическую механику. Вот станции песочные. И вдруг мы с листвой, все говорят: сейчас выступил Молотов, началась война. Сейчас не представляют люди, что значит 125 грамм. Спасибо, Ранечка. Что значит 125 граммов хлеба?
Это не те 125 грамм, я сейчас взвешу, да? Доброкачественного хлеба. А этот хлеб был черный, с примесями. За этим хлебом иногда приходило за эти 125 грамм, нет, даже ночевать на лестнице, ждать. И вот с такими жадными глазами смотрели, как, чтобы на 1 грамм не ошиблись. И вот когда эта крошка, продавщица вешает, эти 125 грамм лежат вот так, она хватает это 125 грамм, если маленький кусочек крошки остается, она берет эту крошку и в рот. В общем, вот такие тяжелые дни были, но у нас 7 человек семья была, там стояла уже печки, отопления же не было тогда, и дров не было. Все, что было дома, мебель, шкафы, стулья, даже мои двоюродные сожгли, даже скрипку бросили, знаете? Скрипку? Да, скрипку даже. Однажды я встречаю одну нашу студентку, бывшую, она говорит, ты знаешь, возьми своими руками, возьми еще. Ой, и говорит, что ты знаешь, кто там попал в большую землю, так ее накормили. И вот тут началось кто куда, кто решил эвакуироваться, я осталась дома, и меня тут мои старые друзья по музыкальной, так сказать, линии. Один нашел художественный руководитель Дома культуры Красногвардейского, у меня и сейчас это справочки есть. И он говорит, давай эту концертную бригаду. Вот мы складываем, много концертных бригад организовано было в Доме офицеров. И вот я попала концертная бригада, где была студентка театрального института, артистка детского театра, обязательно, конечно, баянист. Вот с этими людьми я начала каждый день по всем госпиталям, иногда по 2, по 3. Но самое первое, что запомнилось мне, это 8 сентября 1941 года. Первый раз 8 сентября вот кольцо блокады началась, кольцо блокады. Вот считается 8-го начала блокады. Я пела, сейчас скажу, Институт травматологии около Петровской крепости. И вот мы только закончили, вышли из здания, смотрим, горит как будто пол Ленинграда. Вдали такие клубы дыма, в общем, до высокого-высокого неба. Кто говорит, горит завод Марти, это завод Марти, адмиралтейство там такое. Оказывается, горели Бадаевские склады. И на 7 ноября ожидал, что вообще Гитлер обещал уже взять Ленинград, провести парад и в Асторе делать уже этот самый банкет, отмечать победу. Но это мне ночь почему запомнилась, я иногда даже рассказываю. Это был такой, хотя ноябрь месяц, но холодный, в этот год была зима, и были на небе яркие звезды. И потом, знаете, ведь над Ленинградом были эти дирижабли, которые не давали самолетам лететь, охранили как бы. И потом нам зенитчики говорят, ну вы будете тоже помогать. Я думаю, как мы будем? Он говорит, будете гильзы пустые таскать. И вот только мы начали концерт, у меня было бей, барабан, походную тревогу, время не ждет, товарищи в дорогу. И вот по тревога, и значит, я первый раз, оказывается, зенитное орудие стреляет, такая отдача, знаешь, земля сыпется вот потолка. Но нам говорят, ну вылезайте. Ну хорошо, что я вылезла, посмотрела ту страшную красивую картину, потому что когда был массовый налет на Ленинград, это были, ну как сказать, прожектора, как сейчас делают это самые в этих шоу-концертах-то. И потом натуральные звезды и падающие снаряды зениток, как будто звезды частично падали. Знаете, это долго-долго тревога была. На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке
любимую родину, за родной огонек. И врага ненавистного крепче бьет паренек, за любимую родину, за родной огонек. День Победы я встретила в Москве. Это особый разговор, это особая картина. Но надо сказать, если я, конечно, вспомню период обучения в Московской консерватории, это было общение со всем музыкальным миром. Рихтер еще был тогда аспирантом, когда я училась. Негаус, его педагог. Ростропович на одном курсе со мной учился. Композиторы Пахмутова, Холминов, Эшпа, и вот целая плеяда. Я слышала живую Обухову. Я еще Нежданову знаю живую. В общем, общение такими с крупными музыкантами, конечно, это было счастье. Потом еще был такой старый профессор Глюденвейзер. Он собирал нас и рассказывал, как он еще знал Чайковского, как он пешком ходил по ученикам по Москве. Кабалевский к нам приходил. У нас еще оперная студия была. У меня характерный месседж читали. Пела я там Хиврю, пела Шинкарку, пела Дуняшу в Царской. И потом еще у нас ставили Аршин Малалан. Я там тетушка Джахан была. Но еще один, конечно, значительный момент. В 1950 году был госэкзамен композиторов. Яхин попросил меня на экзамене петь одну его обработку татарской «Суюла», такая песня. Это были, конечно, счастливые годы мои. А потом, когда я окончила, я должна была вернуться в Казань. Но меня сразу включили в концертную бригаду. Один фокусник, другой скрипач, третий гармонист, и я певица. 100 концертов всю зиму. Когда я после первых гастролей приехала, там была более престижная бригада любимца публики Рашида Вагапова. Он меня взял к себе. У него выше рангом, он уже ездил не по деревням, а по городам. Последний гастроль я приехала в Ленинград, в Капелле выступали. Я решила вообще остаться дома. Думаю, сколько я буду скитаться. В общем, я осталась в Ленинграде. Пора собственную жизнь устроить. И я вышла замуж.
Вот у нас родилась дочка, Гюзель назвали. Ну, думаю, куда я пойду? Значит, с ребенком я знала, что я оперной певицей не буду, а в эстраду и фор я не хотела. Думаю, либо уже будет большой певицей в Большом театре, либо вообще не петь. И вот я с 1974 года стала заведующей отдела практики в Ленинградской консерватории. Надо сказать, вот 1974 год еще знаменательный для меня тем, что именно в 1974 году я впервые поехала в Пушкинские горы. Потому что очень давнишние связи были в консерватории с пушкинскими горами. Семен Степанович Гейченко, он петербуржец, его тянуло сюда, он любил ленинградцев. До меня много ездили со дня первого открытия заповедника. Ну и вот первый раз я приехала. Я думаю, сделаю я беляши Семену Степановичу. Ему так потом эти беляши понравились. До сих пор, можно сказать, 25 лет я туда 3 раза в год ездила. Он мне писал: без беляшей не приезжай. И я всегда старалась самых лучших студентов туда. И вот более 200 человек за эти годы были. Это большие артисты. Вот Гергалов, который сейчас ведущий солист, Дядькова. Как-то Пушкин всех объединял. Один студент мне говорит: я уже забыл, как учился я в консерватории, но поездку с вами в Пушгоры никогда не забуду. Потому что Семен Степанович говорил: ну, твои студенты получают пушкинскую прививку. В общем, вот Пушкин всех нас объединил. Теперь уже, когда мои подошли пенсионные годы, я еще продолжала работать здесь. Меня пригласили ТК Карл Маркс. И, может, нам кружок сделайте там вокальный. Я смотрю, у меня нет концертмейстера. Я взяла список студентов фортепианного факультета. Я смотрю, в середине есть Шакиров. Значит, я говорю: ой, пошлите мне студента Шакирова. И вот я решила ему показать романсы Яхина. Вот того композитора, чьи вещи я еще в студенческие годы пела. А я, значит, чтобы, так сказать, помычала около него, не решалась еще петь. Он говорит: ну а чего вы не во весь голос поете? Вы понимаете смысл этих вещей. И, значит, он меня вдохновил. Если бы не Ренат, конечно, я не начала бы петь. Ну вот, в общем, и до сих пор пение во мне живет. Но и сейчас, не знаю, душа поет еще.
yalgız üse, yazlar kışlar gece yalgızı. Күңел һаман тарта, туган үскән якка, агачыма кайта ашкынып. Яшел яфрак яргач, шаулый ялгыз агач, ял итәргә чакыра юлчыны. Хуш исле ягыма, туган туфрагыма, чакыра мине яшел якташым. Хуш исле туфрагыма, чакыра мине яшел якташым.